Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире аналитика Бишкек Ньюс, в студии Нурдин Урманбетов. Сегодня снова будем говорить про политику. И, наверное, сегодня у нас будет предельно откровенный разговор. Будут предельно откровенные вопросы и, будем надеяться, будут такие же ответы. Как вы сами видите, у нас сегодня в гостях кандидат в президенты Кыргызской республики Адахан Бадумаров. Здравствуйте. Здравствуйте. За всю историю вот этой программы вы второй раз здесь. Да, и то благодаря выборам, да? Первый раз, я помню, когда вы приходили, Парламентские выборы. да, это были парламентские выборы. Программа, она получила хороший резонанс. И в Дизеле форуме это обсуждали. Ваш ответ, само собой. Вот. И сегодня тоже, будем надеяться, у нас будет очень откровенный разговор. Зрители могут, предвкушая хороший диалог, могут, как говорится, устраиваться поудобнее. Спасибо. Вот вы объездили всю республику на данный момент. Понятно, что и во время парламентских тоже ездили по всей республике. Вот вы сейчас вплотную встретились с теми проблемами, которые есть у людей. Понятно, что знаете, а здесь они преподносят реально. Много проблем? Много проблем. И за неполный год я 3 раза объехал всю страну, все районы, за исключением единственный Толстовский район Джалабадской области. Во всех районах были проблемы, остаются те же. То, что было в прошлом году, позапрошлом году, 5 лет тому назад, 10 лет тому назад, проблемы остались. Они не решаются. В основном это чисто социально-экономического характера. И самое главное, дисциплина, порядка. Они остаются. Вы смотрите, с начала 90-х годов, понятно, что тогда была эйфория свободы. Это, в принципе, объективно, и это нормально, так должно было быть. Потом начало наступать какое-то затишье. К 2005 году, к 95 году, потом 2000 год там, и так далее. И республика потихоньку начала погружаться вот в такую в коррупционную систему, незаметно. Все это надо решать. Вот многие говорят, что... Это называется усыпление бдительности со стороны народа, со стороны гражданского института, и потом заниматься тем, чем надо заниматься. Вы абсолютно правильно заметили, что начиная с 95 года, опять-таки затишье, полная тишина, и страна не знала, куда мы идем, как мы идем и каким темпом идем. К сожалению, вот это вот блуждание началось после принятия первого референдума. Как вы знаете, это было зимой 95 года, осенью, если точнее, 95 года. И с того момента у нас баланс между ветвями власти был нарушен. И мы посягнули на самое святое. Это Конституция Кыргызской Республики, которая была принята 5 мая 93 года. Вот тогда баланс между ветвями власти, она сохранилась. Президент четко знал его полномочия, разграничение его полномочий, исполнительные ветви власти в лице правительства Кыргызской Республики и законодательное в лице двухпалатного Жогорку Кеңеши. Как вы помните, была законодательная палата и палата народных представителей. Как только начали проводить первый референдум, одеяло начали тянуть в сторону президентской формы управления. Вот тогда был нарушен баланс. И с тех пор блуждаемся и никак не можем найти, где мы потеряли, что потеряли, когда потеряли. И сегодня мы ищем ответ на этот вопрос, куда мы идем и где наше место в процессе глобализации и в мировом сообществе. Это тяжелый вопрос, но можно найти ответ. В принципе, реально блуждает народ, но он в этом не виноват. Вы знаете, однозначно говорить, что власть виновата, или однозначно говорить, что народ виноват, не приходится. Виноваты обе стороны. Ну да. Почему? Потому что все, что творится против Конституции, против законов Кыргызской Республики, это творится при молчаливом согласии со стороны народа. Народ, может быть, громко сказано, со стороны интеллигенции, будем говорить так, наиболее продвинутая часть нашего общества, и они должны были играть роль локомотива или где-то сдерживающий фактор, гасителями, да?
Но, к сожалению, у нас при молчаливом согласии творится то, что творится. И потом начинаем кричать и орать. Вот, оказывается, было неправильно. Ну, почему ты в свое время молчал? Вот в чем вопрос. Это удивительнейшее равнодушие. Сначала было равнодушие, а сегодня есть некий такой страх, будем говорить так. Свободолюбивый народ Кыргызстана каким-то образом видоизменяется, что ли, или становится более меркантильным, или более расчетливым, или, как сегодня принято говорить, более практичным, будем говорить так. Покуда общество не будет требовать свое законное право, власть будет творить то, что хочет. В этом отношении и власть, и народ, они будут нести одинаковую ответственность. Вот сегодня опубликовали такие соцданные, проводили, оказывается, исследования, ряд НПО. Акаева, оказывается, сместили, когда 40% населения было недовольным. Да. Бакиева сместили, когда 72%. Вот вы сейчас идете в президенты, ну дай бог, стали президентом. Вы представляете, какую ношу на себя хотите взвалить? Я не то что представляю, я представляю, как кинопленка перед глазами крутится. Во-первых, это полный общественный нигилизм, отрицание всех и вся, полное недоверие. Доверие народа к власти опустилось ниже плинтуса. Абсолютное недоверие. Правоохранительным органам не доверяет, местной госадминистрации не доверяет, судебной системе власти не доверяли, а сейчас нынешние полностью эту систему развалили. Поэтому очень тяжело будет. Ну, крайне тяжело будет, я это представляю. Это будет неблагодарный труд. Возможно, даже человек, если сам себя посвятил, свою жизнь посвятил во имя государства, только такие идут. Есть вторая категория для того, чтобы идти ради того, чтобы идти. Речь идет о политической реформе. Политическая реформа, к сожалению, реформа у нас ругательная стала. К сожалению, ругательное стало это слово, как и демократия, как и права человека. Это только декларативный характер носит, а в жизни не так, далеко не так. Ну и с чего начнете? Мы начнем, во-первых, Кыргызстан надо возвращать конституционное поле. Потому что легитимность этой власти, легитимность принятия процедуры, самой процедуры принятия новой редакции Конституции вызывает очень большое недоверие. Очень большое недоверие. Ведь вы прекрасно знаете, Нурдин, что по законодательству, если в отдельно взятой в области или в районе введено чрезвычайное положение, то политические мероприятия, тем более плебисцит всенародный, как референдум, не проводятся. А в каком состоянии был Кыргызстан, тогда, когда они проводили референдум, нам с вами известно. Ошская, Джалабадская область горела. Дети искали своих родителей. Жены потеряли мужей. Матери потеряли сыновей. В таком положении я считал и тогда говорил, что это кощунство. Проводить и решать свои какие-то политические вопросы. И если власть поступает по отношению к собственному народу вот таким вот образом, и почему требует уважения со стороны народа или доверия со стороны народа этой власти? Так что она утеряна. Мы будем восстанавливать это доверие. Я понимаю, будет очень тяжело, крайне тяжело. Каким будет. образом? Во-первых, надо очиститься. Так, это замечательно. Вот Первое, как? Первое, очиститься. Вы представляете, сколько чинуши Больше, должны будут отстранены от кормушки, и как более они, чем, как более они будут чем. сопротивляться? А как вы думаете, почему те, которые вчера рьяно боролись за Бакиева, сегодня быстренько перешли и защищают нынешнюю систему? Почему? Потому что они прекрасно представляют, будет вопрос, ответы на которых будут достаточно, наверное, нелицеприятные для них, в первую очередь для них. Поэтому они все объединились и опять-таки проводят такую политику, что давайте не будем трогать, вот только-только пришли, вот улучшается, повышается заработная плата, но они в то же время скрывают, хорошо, заработная плата повышается, но цены на продукты питания растут намного быстрее, чем заработная плата. Это нормальный, закономерный процесс, они должны повышать.
И это все преподносится как достижение этой власти. Тогда, когда у нас дыра в государственном бюджете 21 миллиарда сома. Это, считайте, 1/4 часть бюджета. Остается 2 месяца до конца года. И вы думаете, какой-то волшебник появится и по мановению пальцев они пополнят государственный бюджет? Я в этом глубоко сомневаюсь и не верю в это. Это просто как бы держать ситуацию под контролем. И причем за счет чего повышение идет? За счет того, что мы остановили строительство Гескомбрата-2. Мы полностью капитальное вложение остановили. У нас сегодня не строятся школы. Худо ли бедно, этот процесс шел, начиная с 2006 года по 2009 год. И строительство, насколько мне помнится, рост строительства составлял 144%. А сейчас все это приостановлено. И каким образом можно очиститься? Если глава государства будет чистым и честным, я думаю, он способен собрать себе, вокруг себя такую же команду, чистую, абсолютно беззаветно работающую. Там у них чувство патриотизма должно быть в разы и в разы больше, чем, скажем, какие-то меркантильные интересы. Вот политическая когорта, она есть такая общая связь между ними. Все друг друга знают, даже родственные это взаимоотношения стали сейчас модными. Как вы от них избавитесь, я не могу понять. Избавиться можно очень легко и просто. Они же обидятся. Но обидеться ничего страшного. Народ пойдут поднимать. Народ пойдут поднимать тоже. Я великолепно чувствую пульс своего народа. Я когда напрямую общался с народом, они требуют, чтобы установить жесткую дисциплину и карать всех тех, которые на протяжении, скажем, десятилетиями мучают собственный народ, воруют у собственного народа и обогащается за счет народа. Нурдин, мы с вами давно знакомы, прекрасно знаете, в течение 20 лет никто ведь не может обвинить меня в том, что я где-то у кого-то одного сома взял. Нет такого, Да. согласен. Или Мадумаров замешан в коррупционной системе. Я чист. И самое главное мое богатство – это чистота. Я вокруг себя буду собирать такую команду, которая будет соответствовать моим требованиям. Я уверен, абсолютно уверен. Если бы не было такой уверенности, я бы не пошел на это. Вы говорите о том, что народ требует. Я тоже требую. Но В каждой своей программе я говорю, ребята, ну, давайте жить да поставьте честно. к стенке. 2-3, чтобы неповадно было другим. Вы помните, будучи секретарем Совета Безопасности, я поднимал вопрос, как бы Кыргызстану надо возвращать, вернуть смертную казнь. Это не для того, что кого-то надо к стенке поставить и расстрелять. Чтобы каждый гражданин нашего государства должен четко знать, что предусмотрено за те или иные незаконные действия. Прекрасно. Это профилактическая мера, будем говорить так. А если сам руководитель ведет себя неподобающим образом, то почему подчиненные себя должны отказаться от таких, будем говорить, как бы помягче выражаясь, от таких соблазнов? В первую очередь, я 1000 раз задал вопрос, почему при Усубалиеве, почему при Разакове, почему при Масалиеве не были министры-воры? Почему? Да потому что руководители были чистыми, от них требовали. Вот тогда, когда Султан Ибраимович работал, он требовал исключительную чистоту. Вот Абсамат Масалевича или Трудахуна Усубалевича, хоть один комок есть, где они будут продавать хлеб или хотя бы ремонт обуви? Нету. Они свою жизнь посвятили во имя этого государства, для народа. У них было чувство оголенного чувства ответственности перед народом. Ведь можно же вот так вот работать. И если вы говорите, что посмотрите Российскую Федерацию. Россия при Борисе Николаевиче и Россия при Владимире Владимировиче. Это две разные страны. Потому что у человека, у руководителя самое главное должна быть твердая политическая воля. Твердая. И не надо заигрывать. Вот вы правильно задаете вопрос, учитывая ментальность нашего народа, обидеться. Ну и что? Ну и что? Государство это не семейная компания, да? Если я тебя освобождаю, если я тебя буду наказывать, он обидится, и больше мы не будем общаться. Государство – это сообщество нашего народа. Это многонациональное государство. Более чем 83 национальностей и наций. И
правитель, руководитель должен отвечать за каждого и за всех. Вот такое чувство должно быть у рук. Жестко. Жестко, но а если жесткости не будет, вы представляете, если организм, я представляю перед собой, что Кыргызстан как бы больной организм. Больной организм. И надо делать достаточно неприятный укол, чтобы этот организм выздоровел. Если вот так можно привести пример. Больное общество, отрицающее любого. И, к сожалению, сейчас более молодые политики, которые никогда ничего не совершали в своей жизни, учитывая, что предыдущие поступали таким же образом, и наше общество будет относиться к нему так же. Почему? Потому что народ устал от политиков, от их обещания. У наших политиков лицедейство просто отдыхает. Отдыхает. Они в день может по 3 раза поменять свое лицо, маску снимают, вечером одну маску, а утром перед народом другая маска. А тогда, когда решает свои узкокорыстные вопросы, он одевает свое истинное лицо. Трагедия нашего народа никак не может лицезреть, где же его истинное лицо. И в этом преуспевают некоторые средства массовой информации, оболванивание и распространением лживых каких-то там информаций. Но это делается на научном уровне, будем говорить так. Я к ним не отношусь.